В школе, которая находится в городе высоких технологий Иннополис, уроки родного татарского языка словно индустрия развлечений. На своих занятиях молодой педагог-новатор Альберт Самигуллин берет на вооружение всевозможные прогрессивные новинки. Но технологии высоких достижений – это, похоже, что единственное конкурентное преимущество этого учебного заведения. В школе города Хай-Тек на изучение родных языков отведено всего лишь 40 минут в неделю, один урок. Потому сложно разобраться сразу, то ли это экономика, то ли экономия знаний. Ул бик әз, катастрофик рәвештә бик әз җитми. Башлангыч сыйныфларда 4 ел дәвам итә ул. Ниндидер база фундамент эшләргә кирәк булганда 1 сәгать кенә безнең. Бу 4 елда мин балаларга мәхәббәт уятырга тырышам. Алар бу телне яратсыннар, укытучыны яратсыннар. Говорят, что учителя учатся всю жизнь. С одной стороны, современные технологии облегчают жизнь учителю, делая их предмет намного ярче, интереснее. Но с другой стороны, им нужно постоянно поспевать за прогрессом. К примеру, вот в прошлом году самым настоящим испытанием для учителей стало дистанционное образование. Но если у точных наук в интернете есть богатая интерактивная база, то вот учителям-гуманитариям пришлось просто поломать голову, как донести информацию до детей, которые находятся не в классе, а по ту сторону экрана. Цифровые технологии тяжелой поступью давно уже вошли в нашу жизнь. У молодого цифрового поколения детей не только свой сленг. Они общаются мимикой и жестами, способные за долю секунды переключиться от одного действия к другому. Поэтому учителя, в том числе и родного языка, находятся постоянно в поисках новых мультимедийных методов педагогического воздействия. Особенно в школах, где в учебном плане татарскому отведено столько же, а то и меньше времени, чем рисованию и пению. В Казанском лицее имени Лобачевского на уроках родного языка проводят мастер-классы по национальной кухне. Татарским здесь явно сытым не будешь. В неделю всего 1 час. Потому и приходится учителям напрячь все воображение, чтобы пронестись галопом по Европам. Дополнительно, чтобы были мультимедийные средства, а также много игровых моментов, то есть мультимедийные такие презентации. Ну, больше хотелось бы, конечно, отрывки на аудирование. Желательно хотелось бы, конечно, обогатить. Вот список цифровых образовательных ресурсов, рекомендованных школам Институтом развития образования Республики Татарстан. Здесь есть и правила упражнений, грамматика, словари, татарские сказки, электронная энциклопедия, аудиокниги. Возможно, список не такой большой, но это то, что разрешено, как говорится, законом. Не каждый интернет-контент можно использовать в школе, он должен соответствовать образовательным стандартам. Медиапродукты могут быть защищены авторскими правами, и нечасто их увидишь еще и на родном татарском языке. Потому каждый новый проект в интернете – это настоящее открытие. В этом году в Татарстане шла работа по созданию нового мультимедийного проекта по изучению азбуки для тех детей, которые делают в языке свои первые шаги. А таких, как известно, сейчас большинство. Шаян белен, кабатлыйбыз. Шаян белен, кабатлыйбыз. 5-летний Оскар вместе со своей знаменитой мамой Резидой Саляховой все буквы уже практически выучил наизусть. Песенка про азбуку оказалась настолько вирусной, что ее сложно сорвать с языка. Так он сразу же запал, и у меня был вариант только буковки А, он уже сам себе придумал вариант Б и начал там «Әнием», Б, о, балак, Б, о, бабай, то есть он сам себе начал придумывать слова на эти буквы и ходить и петь. 39 букв, около 200 первых слов на татарском языке. Долгожданный проект стал своеобразным итогом плодотворного сотрудничества первого детского телеканала «Шаян ТВ» и комиссии при президенте Татарстана по сохранению и развитию татарского языка. Идея, которая была воплощена в жизнь, по сути, благодаря творческому порыву и государственной поддержке. Некие проекты, они, то есть нельзя реализовать только силами, допустим, одного класса, одной школы. Здесь, конечно, нужна государственная поддержка. В итоге получилось готовое инновационное методическое пособие. Разработкой и апробацией проекта занимались лучшие специалисты в области педагогики, методики национального образования Федерального университета. Шаян Алифба или «Веселая азбука» прошла апробацию на 500 площадках. Это учебное заведение не только Татарстана, но также соседнего Башкортостана и в других регионах компактного проживания татар. С точки зрения дидактики, то есть теории обучения, все телевизионные программы, обучающие программы, научно-познавательные, они действительно
и по методике, и по научной части разработаны тщательно, и они обоснованы. Ул музыка белән җыр формасында шул хәтле матур итеп бирелгән. Әгәр дә бала шушы тапшыруны карый икән, шуңа игътибар итә икән, ул һичшиксез иң беренче чиратта музыкасы белән бергә хәреф аның күңеленә кереп кала һәм ул аны кабатлап бирәчәк. Сейчас мы очень много мультиков переводим на татарский язык, очень много такого контента закупного, но мы, к сожалению, не имеем права выставлять их на YouTube-площадке, в интернет, в социальные сети. А это именно этот проект, он наш. Спокойно дети могут зайти, нажать кнопку на YouTube Шаян Алифбай и рахатлянеп петь эти все 39 программ, пропевать все эти около 200 слов на татарском языке. Новые технологии и 4 часа в неделю. В 20-й Казанской гимназии не жалеют на изучение родных языков ни времени, ни средств. Даже самые прогрессивные методы только тогда успешны, когда ими пользуются с большей отдачей. И у каждого учебного заведения всегда есть выбор, сколько часов школа готова заложить на духовное развитие в цифровом пространстве. А ведь это именно тот случай, когда одно другому уж точно не мешает. Язира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.